Махаббат Табалдиева пришла на ярмарку вакансий найти работу по профессии. Она учитель начальных классов. Как выяснилось, в школах села Кочкор, где Махаббат проживает, вакансий нет, поэтому поиск работы у педагога затянулся на длительное время. Я не могу найти работу по своей профессии. Конечно, я смотрю и другие варианты, но они мне не подходят. Я хочу работать по своему профилю. В Кочкоре много безработных. Все эти молодые люди, так же как и я, ищут работу. На ярмарке 29 работодателей предложили 122 вакансии. В основном требовались швеи и работники производства. Однако сейчас отдельные компании начали повышать профессиональные требования к своим сотрудникам. Например, общественное объединение ремесленников «Алтын-Кол» в настоящее время нуждается в специалистах, которые владеют иностранными языками. Поскольку многие наши покупатели – это иностранные гости, нам нужны специалисты, знающие иностранный язык, чтобы они могли объяснить покупателям значение изделия, из чего оно сделано, рассказать о наших традициях и о многом другом. Помимо вакансий, на ярмарке были представлены различные проекты в рамках социального контракта. Всего в Кочкорском районе за 3 года по соцконтракту поддержку получили 264 семьи. В общем, было выделено 26 миллионов 400 тысяч сомов. Средства были эффективно использованы. Жителям, которые возвращаются после трудовой миграции, наше районное управление труда предлагает трудоустроиться по тем вакансиям, которые есть в нашем районе. Кроме того, ведется работа по привлечению мигрантов из-за рубежа для выполнения оплачиваемых общественных работ. По данным Кочкорского районного управления труда, на учете состоят 813 безработных и ищущих работу граждан, из которых 111 официально признаны безработными. Эта ярмарка обеспечила им площадку для прямого взаимодействия с работодателями. Мадина Низамова, Адин Толюбеков, Джакшылык Исаков, Эльтер, Нарынская область.